Снова давайте я повторю, как пока вы собираетесь здесь. Сегодняшний наш стрим вещает на канале Так, друзья, сейчас одну секунду. А вот сейчас немножко получше, мне кажется, и видно. Так, давайте я пока те комментарии, которые вы там писали, я могу их прочитать. Азербайджанцы в России не хотят возвращаться на родину, потому что там коррупция зашкаливает. Власть захватила одна семья, сделала культ личности. Тех, кто против, Алиев просто убивают. Народ в Азербайджане копейки зарабатывает. Даже большинство, они идут в Грузию работать, там больше зарабатывают. Хотя нефть и газ там нету по сравнению с Азербайджаном. Это ужасно, Эркин, то, что вы говорите. Это очень-очень печально. И давайте анонс сделаю. Сейчас 29 июня 2025 года, 17 часов 44 минуты по Берлину, 18 часов 44 минуты по городу Джохару. Мы сегодняшний наш стрим мы ведем продолжение того стрима, который начался в 17 часов, но мы уже немножко по-другому его делаем. Я хотел просто проэкспериментировать. Что он не выключился у меня, что ли? Всем я вам рад, друзья. Приветствую. Приветствую, друзья. О потерях сразу тоже коротко скажу. 1220 российских боевиков ликвидировано и ранено за прошедшие сутки, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Далее. Видите, сразу больше доступ есть. Я так понимаю, что когда горизонтально, например, когда мы вещаем стрим, на России вообще нас не видно. Когда вертикально, тогда больше людей имеют доступ. И вот первые 4 минуты нас уже 80 человек. И будет больше, я полагаю. Кстати говоря, поздравляю Тапурия, грузинского бойца, выигравшего вчера свой бой на UFC. Да, Тапурия молодец. Теперь получше эфир стал. Да. Так лучше, да.
давайте я вам небольшой ролик дам прослушать по потерям российских боевиков в Украине, ну и как к ним относятся их родственники. Их, точнее, жены, не родственники, а жены. А жены такие, сейчас такие однодневные жены. Для них гибель близких не трагедия, а способ обогащения. Мой муж погиб в составе ЧВК «Вагнер». Обычный штурмовик – это 240 тысяч рублей. Зарплату получала я, доверенность была на меня. Для меня как бы это не сильно большие деньги. Страховка жизни у них за смерть бойца 5 миллионов. То есть нам наличкой отдали все до копейки. В получателе была указана я и была указана его мама. То есть 50% мне, 50% ей. То есть 2,5 миллиона. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Да, я тоже задаю себе вопрос, за что он погиб. Будем говорить прямо, ради денег. После 40-го дня я улетела на Мальдивы. Более изворотливые уже знают, как поставить подобный заработок на поток. Ну вот мне уже за 30, да? Мне что сейчас делать, если я хочу квартиру? Где мне брать деньги? Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартиру. За эту неприятную для российского режима правду на сболтнувшую лишнее риэлторшу завели дело, ее заставили извиниться и отправили на исправительные работы. Да, кстати, я тоже застрахован сейчас уже на 1 000 000 евро. И думаю, а зачем? Думаю, а зачем, да? Так, и тоже интересная новость, которую хотел вам рассказать. Bild сообщает, Германия поднимала истребители на перехват российского Ил-20М над Балтийским морем. Истребители ВВС, то есть 28 вчера июня, новость 28 июня 2025 года, истребители ВВС Германии поднимали в воздух из-за появления российского самолета Ил-20М на Балтийском море. Как стало известно, Bild радары утром 27 июня засекли российский самолет, который вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь. С авиабазы Лаге были подняты 2 истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии. Источники Bild утверждают, что Ил-20М, несмотря на немецкие истребители, продолжил двигаться на запад. Однако в 40 километрах от острова Узедом самолет изменил курс и направился на север. Воздушное пространство Германии, как подчеркивается, Ил-20М не нарушал. Как отмечает Bild, с начала 2025 года истребители НАТО уже 9 раз поднимали на перехват российских самолетов. Минобороны РФ настаивает, что все полеты проходили в соответствии с международным законодательством. Но я думаю, пока вот сбивать их не начнут, они будут вот так летать. Вот их нужно просто уничтожать. Вот залетели, они провоцируют, заигрывают, смотрят на реакцию. Все же понимают, что Россия собирается вторгнуться, что Россия напасть собирается. Вот поэтому сразу же нужно наносить по этим упреждающие. Видите, как Израиль действует. Есть угроза. Вот он, конечно, подготовились, конечно, это не делается за раз, не так. Ну, как, летают там, один раз сбить, да, летчики катапультируются, я думаю, сбить военный бомбардировщик, истребитель какой там есть, и все, и сказать, смотрите, будете летать, будем вас уничтожать. Другого разговора не понимают, другого языка они не понимают. И, друзья, вот тоже очень интересное видео, которое я хотел бы тоже дать прослушать на украинском языке, но я думаю, вы поймете, он не так быстро говорит, и ничего сложного в том, что он говорит, нет. Это очень важно. Понимание украинских войн, это 40, может быть, лет, может быть,
50, который говорит о отношении России к украинцам. Это очень важно. И он очень точно делает эту оценку. Это именно то, как русские относятся к українцям. Ворог продемонстрував вже таку ненависть, такий рівень ненависті до нас, антилюдяність. Враг продемонстрировал такой уровень ненависти. Он говорит, ну я не буду переводить, но просто вы понимали, о чем речь. Подивіться, в якому стані наші полонені повертаються. Подивіться, що було на окупованих територіях. Від Бучі, Ірпіня до тих територій, там, Донбасу і так далі. Що вони витворяють? Що вони роблять взагалі в бою, що вони роблять з цивільними містами після ракети в дитячу лікарню, Ну які ще висновки? Це чорти в серці. Вони збожеволіли, вони мають пристойний вигляд, але вони збожеволіли. І якісь там плекати ілюзії, що з ними можна про щось домовитись, ну це бути ідіотом. Ну реально, ідіотом в терміні його класичному. Греки ідіотами називали людей, які не цікавляться, не розбираються в політиці. А політика – це от якраз процеси аналізу, що відбувається в суспільстві. Відповідно, ми маємо справу з божеволілою, здеградованою, спеціально, до речі, відбулися інституційні процеси деградації російського суспільства їхньою владою через засоби масової інформації, через засоби пропаганди до рівня тварин, які хочуть убивати українців. От у них цей культивований рівень ненависті до нас, знівельована людяність українців, і вони, ті, хто сюди приходять, да, коли попадають в полон, вони намагаються говорити приємні для нас речі. Але треба розуміти, як вони розстрілюють наших полонених, і то, що я перераховував далі, в якому стані наші полонені перебувають там і повертають сюди. Ну ми що, зовсім ідіоти. Вони прийшли знищити нас. Да, абсолютно верно, абсолютно. Еще раз могу напомнить, просто дополнить вот этого уважаемого человека, сказать, то вот сейчас в Украине ад. На войне ад, гибнут солдаты, гибнут девушки, парни, лучшие сыны и дочери. Ну, вы поймете, что это был не ад. После того, не дай бог, если вы проиграете эту войну, украинцы. Над вами будут издеваться, вас будут убивать, вас будут пытать, вас будут унижать. Просто это будет нескончаемая такая череда унижений, убийств, пыток. Просто ничего они не оставят. Как правильно говорит Аят Эдигов, это не денацификация Украины, это русификация Украины. Вот чего они добиваются. Это чистый геноцид. Чистый геноцид. И только благодаря тому, что вы стоите, украинцы, вы вот можете иметь чувство собственного достоинства, можете иметь шанс на завтрашний день ваших детей, внуков и так далее. Это ужасно. Это очень-очень ужасно. Это абсолютно аморальные, абсолютно циничные, жестокие людоеды просто. Сатанисты. Другого этого названия этого нет. Так. У нас в пятницу завод разбомбили в России. Да, Ольга, каждый день бомбят. И будут бомбить, пока не прекратится эта война. После смерти Путина оттепель навряд ли будет. Ну, смотря в каких обстоятельствах он предстанет, как говорится. А так, Путин это же только верхушка айсберга. Это же система учреждения КГБ, СССР, ФСБ,
Это армия, их вооруженные силы ФСБ. Это политическая, государственная идеология. И одного Путина этого недостаточно. Да, Путин, да. Попробовал бы сейчас Путин сказать, все, мы останавливаем войну, его сметут. Ведь все, кто его критикуют, вот все вот эти оппозиционеры, там разные всякие, они его за что критикуют? За то, что он не может победить. Понимаете? Вот за это его критикуют. Не за то, что он убивает людей, за то, что он братьев, там, как они называют, братьями, напали на братьев и так далее. А за то, что не могут победить. Вот, не справляется. Все вот эти разные там сидят, эти пропагандисты. Вот в чем они его обвиняют. Нет, оттепели не будет со смертью Путина. Почему Орбан и Фица делают действия против Украины? Не знаю, Иркин. Может, агентура КГБшная. В Украине же тоже КГБшная агентура до сих пор есть. Правильно? Сейчас чуть-чуть там, когда Трамп там поднапряжет их, они там под корягу заползут. Потом с медалями, с героями украинскими медалями выйдут. Это мы все в Чечне видели. К большому сожалению, это такая вот сложная система, которую очень трудно вычистить окончательно. И может быть с этим связано, может быть спекулирует на этом. Вот сейчас война, сейчас они стали значимыми. Кто такой был Орбан, кто такой был Фицо, кто знал о них. А вот чтобы украинцу подножку поставить, там, засунуть палку в колесо, вот теперь его знают, вот он значимый такой. Может с этим связано, не знаю. Валейк салам, Гастер. Пожалуйста, Илья, пожалуйста. Нужно и русских пленных также морить, чтобы возвращались, как наши. Нет, категорически этого нельзя делать. Категорически. Это, конечно же, ни в коем случае нельзя делать. Но вы видели, да, какие возвращаются с русского плена? И вот это реально ад. Реально они там людей просто унижают, ломают, голодом морят. Это просто, что они-то с ними только не делают. Понимаете? У нас то, что они творили, это просто вам даже не передать, что они делали. Мужу спаривали живот и жену макали головой молодого парня, его молодую жену беременную, головой ему живот макали. Канализации, в люке, никаких тюрем, ничего, близко этого нет, самых таких мужчины, женщины, и там же оттуда они мочатся, гадят туда, понимаете, унижают людей. Это не люди, это животные, это хуже, чем животные, это в голове не укладывается, как люди могут такое творить над людьми. Такое люди не могут творить над людьми. Вот такие вот ужасные вещи, там много, я просто не хочу все рассказывать, просто ужас. А ведь по лекарням и гражданским стреляет не Путлер, говорит Баванятка. Это совершенно верно, Баванятка. Конечно, это делают российские военные, да. Им это нравится, понимаете? Чем ужаснее, чем жестокие, чем
аморальные, это вот, это их, это вот им нравится. Чем бы ты, если испугался, ты говорил, какие они ужасные, какие они злобные. О, смотрите, какие мы ужасные, мы злобные. Они этим гордятся, понимаете? Это вообще извращенная психология у людей. Их лечить нужно. Когда все поймут, что не Путин виноват, а это хтонь, которая породила Путлера. Он делает то, что они хотят. Ну, срез общества. Армия, срез общества, как говорится. Слава Чечне, Украине. Героям слава, Геннадий. Героям слава. Да. Аслан, я проигрываю своей духовной брани. У меня не получается не ненавидеть тех, кто за войну, вообще кто за Россию. Но по-христиански, да вообще по-человечески их нужно переубеждать. Но я аж психую, говорит. Да, кот Кискин, это очень сложно, конечно же, это очень сложно. Это, когда ты это видишь, я просто все это видел, я тебя очень хорошо понимаю. Я видел, знаешь, своими глазами, когда ты видишь, ну, не обязательно видеть своими глазами, можно увидеть в интернете, на картинках увидеть. Но когда ты видишь это своими глазами, когда ты чувствуешь запахи, это на всю жизнь остается с тобой, на всю жизнь. Горелое мясо, ужасы, которые там происходят, которые они творят. И самое интересное, вот сейчас там смотришь, в Украине задержаны российские пленные, и они там рассказывают, там у него дядя воевал в Чечне, папа воевал в Чечне, там в чат-рулетке там сидят, рассказывают, у меня отец воевал там в Чечне, там чеченов убивал и так далее, и так далее. И знаете, это не просто так это все сейчас появилось, резко выросли вот эти какие-то там людоеды, и они стали людей убивать. Они все это писали открыто. Вот эти все, вот кто, Бабченко сейчас в Израиль, по-моему, да, сбежал, там находится. Бабченко был матерым пропагандистом, который там все непосредственно сам принимал участие в войне, писал там, говорил. Потом Айдер Муждабаев. Айдер Муждабаев был замом московского комсомольца, по-моему, замредактором московского комсомольца. Но это просто помойка была, которая там, ну просто там, они каждый выпуск про чеченов, которых нужно замочить там и так далее, и так далее. Невзоров, гражданин Украины, да, которые с Чечни, они из Чечни вывозили головы, трупы, черепа, голову вывозили, варили их, кожу отделяли, все это все удаляли, и череп были. И потом за $5000 продавали эти черепа, чеченские черепа. И когда вот эта информация была про продажу вот этих черепов, там что вот ушла информация, и сами они писали, а я наблюдал за их разными пабликами, читал газеты. И у Невзорова на столе появился череп. И он там обвесился этим разным хламом, там сидел, такой весь умный, туда-сюда. И сейчас Невзоров, там все его смотрят, украинцы его поддерживают. Там, да, как он красиво говорит. Конечно, красиво говорит. Его же он обучен на это. И если бы он говорил бы некрасиво, вы бы его не смотрели бы. Ну, например, Фейкин, Марк Фейкин. Фейкин воевал, например, в Боснии
под руководством военного преступника Радка Младича, который осужден в Гаагском трибунале. Вот эти все люди такие вещи ужасные просто творили. Например, у них считалось, это называется распыление. Они привязывают людей, друг друга, два человека, связывают друг друга веревками, живых, подкладывают противотанковые мины, тротиловую шашку, туда запал и отходят и подрывают. Все на куски разрывается. Там уже животные, там, дикие звери там доедают. Там, где-то на вертолеты засажают еще живых, а иногда трупы. Вывозят и в горах где-нибудь, в ущелье, там высоко вывозят на вертолеты и сбрасывают. И там уже животные доедают там, ну, чтобы нет тела, нет дела, как говорится. Это они открыто писали на своих каналах, понимаете? А сейчас они чуть-чуть стесняются, потому что и пропаганда у них не так работает, их задавили. Вначале, помните, в Украине как было? Когда начиналось на Украине, Радио Свобода, Голос Америки, Настоящее время, все на Украине говорили. Понимаете? Их просили, ну не говорите, нам это неприятно, это имперский термин на Украине. Все равно повторялось. А представьте себе, ну добились все-таки, там некоторых там убрали. Сейчас уверен, и до сих пор есть агентура на всех этих Deutsche Welle, на BBC, на Настоящем времени, на Радио Свобода. Это вообще как-то смотришь, позоришься просто, вспоминая, что ты когда-то там очень серьезно относился к вот этой радиостанции. И вот эти вещи, которые они... Сейчас есть противодействие, сейчас их заткнули, YouTube там ограничил, хотя опять появились вот эти все российские каналы, их там везде показывают там, и так далее, нетрудно найти. А у нас ничего не было. У нас были несколько вот этих журналистов, которые, вот Маулади Удугов, например, Кавказ-центр, он полностью стал античеченским. Вот сейчас вся работа, которая ведется Маулади Удугом, вот этим Кавказ-центром, она вот с начала 99-го года, когда он, Басаев, говорит, что мы шли спасать людей в Дагестан в 99-м году, а Маулади Удугов заявляет, мы первые в 21 веке нападем на кафиров. Понимаете? Только у нас республика разрушена, убито более 120 тысяч наших граждан в Первую русско-чеченскую войну. У нас агент на агентуре сидит, теракты, там, убийства, криминал, все это. Молодежь вообще абсолютно не понимает, куда идти, дезориентированы. Мы все были дезориентированы. Полностью под пропагандой находились. И самый главный пропагандист, которого русские сами же подняли, кстати говоря, Маулади Удугов победил информационной войне против России, нам вот так российская пропаганда. Сейчас я понимаю, что если так российская пропаганда говорит, значит это их человек. Так в жизни они не скажут, понимаете? И Маулади Удугов, мы первыми нападем на кафиров в 21 веке и так далее. И это все везде показывается на российских каналах. А то, что там в Дагестане убивают женщин, детей, русские, сами же, Степашин, там кто там были, Патрушев, Степашин, Патрушев, Рушайло, вся вот эта бандитская кодла КГБшная, ФСБшная, что заманили туда людей своих, окружили их и просто стирают артиллерией, авиацией их с лица земли, уничтожают их. И чеченцы идут спасать. И вот в этом смысле у чеченцев представление такое. Убивают там людей, нужно пробить коридор, нужно вытаскивать. Никто не нападает на ядерную державу в 21 веке. Понимаете? А Маулади Удугов собирает там командиров каких-то там людей, и им рассказывает, что мы в 21 веке нападем. И сразу же бежит в Турцию, сбегает. С миллионами долларов, там все как положено, ему Березовский денег дает, оборудование дает, российский чиновник. Понимаете? У нас никакой защиты не было от этой пропаганды. У нас не было ни интернета, ни YouTube каналов, тогда вообще этого близко не было. И нас представляли какими-то там исламистами, каратистами, которые нападаем 1000 и 2000 человек на ядерную державу.
у которой армия, наша республика, вот Грозный, город Грозный, бывший город Грозный, ныне город Джохар, я когда его увидел, от конца, вот от этого до другого конца, ты как поле просто просматривается, ты все видишь, нету никакого Грозного, понимаете, все в руинах, все вот так сравнено. Люди голодали, люди просто с голоду пухли просто, умирали люди с голоду, доходило до просто тяжелейшего. Россия полную блокаду сделала, полнейшую блокаду сделала. Не завозить, не вывозить ничего. По всей России объявлены террористами, бандитами, по всем каналам русским, чеченский след, чеченский бандит, чеченский террорист. Все программы, просто зомбирование шло всего населения. Сейчас украинцы извиняются, там, вот мы не знали и так далее. Ничего удивительного, что вы не знали. Понимаете, там зомбирование шло просто без какого-либо сопротивления. Понимаете? И потом они свои дома взрывают. И опять же мы не можем возразить. А Немолади Удугов, который вроде бы победил информационно в первой русско-чеченской войне, который первыми напал на кафирами и быстро драпанул куда-то в Турцию. Сейчас тоже где-то там с турецкими, с российскими спецслужбами, непонятно где. Полностью нас просто дискредитировали, уничтожали информационно. Какие бы мы военные победы не оказали, без информационного освещения, без информационного сопровождения, ты ничего не можешь. И вот в этой ситуации вся республика превращается в фильтрационный лагерь, и вся молодежь, прямо по телевизору, прямо русские генералы, Пуликовские, Казанцевы, Мазанцевы, все прямо говорят, от 10 лет до 65 лет мужчины, все боевики, всех через фильтрационный лагерь. А фильтрационный лагерь это пытки, это тебя собаки разрывают, кусают, там, тебя унижают, там, вот я рассказывал, там, в этих ямах там держат, там, зинданы какие-то. Первый раз я от русских услышал, что у нас чеченские зинданы какие-то, говорит. Я этого слова вообще не знал, нет в чеченском языке такого. Еще имам Шамиль говорил, что у вас, чеченцы, проблема, у вас для преступников нет ям, а для героев нет пьедесталов, потому что мы все равны. Нам какие-то зинданы, мы какие-то людоеды, мы какие-то каратисты, там, убийцы и так далее, и так далее. Никакого просто сожаления, сострадания. Они это прямо писали у себя в газетах, в журналах, в интернете. Открыто. Понимаете? Открыто. Вот такие вот. Вы знали Сашко Белого? Нет, Максим, я не знал Сашко, но я его видел. Он был в Черноречье. У нас там есть река Суджа. И мы услышали, что украинцы приехали. Мне было 17 лет, я там участвовал там в одной группе, и мы все побежали посмотреть на украинцев. И вот я его увидел, вот я запомнил этот момент. На реке Суджи, там такая возвышенность была, он там пришел, что-то там, они ходили куда-то, смотрели, что-то посмотрели, и мы бежали посмотреть на этого Александра Музычка, Сашко Белого. Земля ему пухом. Настоящий мужчина был, настоящий воин был. И самое главное, и сейчас я понимаю, насколько человек был мудр. Он насколько осознавал. Украинцы, вот мы там говорим, Дудаев много чего знал, там много говорил там, и так далее. Да, правда, Дудаев был очень проницательным, очень мудрым человеком. Ну, вот эти молодые пацаны, Сашко Белому, по-моему, 25 лет тогда не было. Может быть, 25 было, может 30 было ему. Ну, где-то так, не больше. Откуда они знали, что они говорили, после вот Чечни будет Украина, будет, вот они дальше, мы должны здесь их остановить. Хребет им здесь сломать мы должны. Откуда эти в 25 лет тогда парни знали? Невероятно. Жаль, очень жаль. Я надеюсь, те убийцы понесут суровое наказание. Перед вторжением, широкомасштабным вторжением, его специально убили. Специально, чтобы он не организовал сопротивление, потому что он был героем «Честь нации», это высшая наша награда.
он имел вот эту высшую награду чеченскую, и, если я не ошибаюсь, честь нации или Оман Си, Оман Турпал или Оман Си, там, воин, народный воин или честь нации, вот там две идут они. И он бы собрал бы чеченцев, настоящих чеченцев, потому что он с этими настоящими чеченцами был на связи, в контакте, воевал с ними вместе и так далее. Было так. Но вот, к сожалению, и вот много таких вещей произошло похожих, чтобы украинцы недостойно встретили врага, чтобы максимально слабо встретили врага, попробовали сделать. Это, конечно, большой урон был, большой урон. Аслан Музычка убил Аваков. Да, я знаю, Аваков причастен к убийству. И я надеюсь, что Аваков и все, кто стоит за его убийством, понесут ответственность. Это уже не только украинское дело, это наше чеченское дело, это наш герой. Мы за него должны тоже спрашивать. Так не бывает. Просто так убивают. Эхо, Аслан продолжает, твоя работа нужна. У меня другого выбора нет. Эхо, надо бороться. Надо бороться. А какое ваше отношение к так называемым кадыровцам, которые воюют сейчас на территории Украины на стороне Российской Федерации? Илья Бойко. Ну, я это много раз говорил, Илья. Странно, что вы такой вопрос задаете. Если я к музычкам отношусь хорошо, то, наверное, соответственно, отношусь плохо к кадыровцам, так называемым. Но знаете, кадыровцы, друзья, самый такой важный момент, чтобы вновь и вновь нужно его напоминать, это всего лишь ЧВК кадыровцы, частная военная компания, которая принадлежит Путину, как частная военная компания вагнеровская. Ну, никакие они не частные военные компании, это просто банды, но вот и всего лишь. Но кроме вот этих кадыровцев есть просто пророссийские ГРУ военные, чеченоговорящие, ФСБ чеченоговорящие. Поэтому одними кадыровцами здесь нам тоже всегда навязывают кадыровцы, хотят противопоставить с кадыровцами. А есть еще старая такая советская КГБшно-военная номенклатура советских еще времен, советских времен. И они хотят все свалить, а они убивали наш народ, они помогали русским убивать наш народ. Понимаете, они все сделали для того, чтобы второй геноцид, вторая широкомасштабная военная агрессия против нашего народа состоялась. Это именно они делали. Но они сейчас хотят все свалить на Кадыровых, на одних Кадыровых все свалить хотят. Хотя они больше сделали, или столько же сделали, чем сами вот эти кадыровцы сделали. И я ко всем к ним, всем, кто продался России, кто в это геноцидное время, в это тяжелейшее время предал чеченский народ, я ко всем к ним отношусь одинаково отрицательно. С врагом рано или поздно можно договориться, сесть за стол переговоров. Русские на Луну или на Марс не улетят. И выстроить хорошо укрепленную границу, и все равно нужно будет жить по соседству. А с предателем никогда нельзя договариваться. Никогда. Раньше можно было бы еще прощать это предательство, но после такой крови чеченцы просто не могут. Над нами совершен геноцид. Более 250 тысяч убитых наших граждан. Среди которых 42 тысячи детей. От миллиона. То есть более 25% нас убили. Это если от 40-миллионной Украины 10 миллионов было бы убито. Это сделала Россия. Им помогали вот эти все, кого я перечислил. Туда же входят и Закаев, туда же входят и Удугов, который изображает из себя
ичкерийцев, один изображает из себя радикального исламиста, другой изображает из себя ичкерийца, но все проводники кремлевской линии, кремлевской пропаганды. Вот такая вот ситуация. И я уверен, что в Украине такая же ситуация. Такая же. Спасибо вам, Светлана. Спасибо. Аят, вы постоянно меня вот с украинской темы всегда любите переключать на тему про Израиль там и так далее. Но смотри, неправильно сравнивать Израиль с Россией. Абсолютно неправильно. Абсолютно. Вот тебе просто два, их много-много, я уже 100 раз об этом говорил, много-много критериев, признаков, по которым можно говорить. Ну, тебе два вот основных. Арабы отказывают государству Израиль и еврейскому народу в праве на свое государство, на свое существование своего государства. Как русские отказывают нам, чеченцам, и украинцам, и грузинам в праве на свое государство. Поэтому арабы и русские одинаковые в этом смысле. Арабы и русские, второй признак, всегда были друзьями. Всю свою историю, вот последние 70-80 лет, они были всегда друзьями. Союзниками были, они были Сирия, Египет, Иордания какое-то время, были и другие некоторые арабские страны, были союзниками Советского Союза, абсолютно безбожного, сатанистского коммунистического Советского Союза. И поэтому они заодно, поэтому ставить Израиль и Россию на одну планку не надо. Единственная разница в том, что Израиль оказался сильнее, чем была Ичкерия. У нее союзники, Запад, Америка, мощная поддержка, мощные вооружения и так далее. Вот благодаря этому Израиль до сих пор существует. Понимаешь? Неправильно сравнивать Израиль и Россию. Нужно сравнивать арабский этнонационализм, переросший сейчас под маской там исламизма, с русским империализмом. Вот это одинаково, это два сапога пара. Вот так будет точнее. Поэтому больше я эту тему, я много говорил, еще буду говорить, но сейчас больше я усугубляться, опять говорить я не хочу об этом, понимаете? Люди нынче делятся не на русских, украинцев, чеченцев и прочих, а на интеллигенцию с верующими, ну или просто праведных, и быдло. Понятие национальности, мне кажется, уже устарело, границ нет. Ну, отчасти, Кот Кискин, я с тобой согласен. Национальность, она не устарела, конечно, вот в этот момент я с тобой не согласен. Она есть, и должны люди хранить свои корни, свою культуру, если они хотят этого. Если не хотят, пусть не хранят. А так, я согласен с вами, да, мы не делимся на русских, украинцев, чеченцев, мусульман, христиан, иудеев. Понимаете, не нужно так делить. Это специально делается, чтобы нас разделить. Есть, как правильно ты говоришь, на быдло и нормальные люди, адекватные люди. Да. Я услышал твою позицию, ты прав, но тебе стоит учитывать, что союзниками была власть арабская, а не народ. Многие иорданцы, арабы приезжали и воевали за чеченцев. Аят, отвечу еще раз тебе. Во-первых, их немного приезжало. Те иорданцы, которые приезжали, это были чеченцы. Которые приезжали, были чеченцы. Ну, если не брать Хаттаба, например, да, Хаттаб не был чеченцем. Их было немного. 20, 30, 50 человек, может быть, их было. Представь себе, это абсолютно, как ты понимаешь, это немного.
И я согласен с тобой, что не арабские народы были, а власть вот этих арабских государств, которым установлена диктатура. И обрати внимание, Израиль единственная демократия в этом регионе. Все остальные диктатуры. И мне очень жаль, что вот происходит то, что происходит. Мне очень жаль арабских женщин, детей, которые погибают под бомбами. Искренне. Мне постоянно пытаются, не зная, как меня задеть, подколоть, мне пытаются сказать: вот тебе не жалко женщин, детей арабских, там, ты продался евреям, Масаду, там, 3-10. Пытаются вот это сказать. Но мне также жаль и еврейских женщин и детей. И невинных людей, которые погибают. Просто те, кто пытаются арабских пожалеть, они забывают про еврейских. И нужно всех жалеть. И мне очень жаль, что так произошло. Я думаю, евреи очень хотят этого мира. Очень сильно хотят. Они много вложили в это, то, чтобы жить в мире, чтобы иметь свое государство, и чтобы их больше не сжигали в печах. Ведь этот фактор тоже никуда не девается, который мы все забываем почему-то. Мы все вспоминаем, что война идет с 1948 года в Израиле, что там евреи там напали, там, хотя евреи первые и защищались. На них 5-6 государств арабских напало. И они защищались. И с тех пор вот они все время под защитой находятся. Но мы забываем, что их сжигали в печах. 6 миллионов, почти 50% их уничтожили просто-напросто. У нас в 1944 году мы потеряли, с 1944 по 1957 год вот за геноцид под видом депортации потеряли 60-70%. Это страшные цифры. Это огромнейшие цифры. И 50%, и 60%, и 70%. Это колоссальные цифры. Но представь себе, уже 3 поколения, 4 поколения прошло. Даже наши дети, наши уже внуки будущие будут знать эту историю. Представь себе, потому что мы им расскажем об этом. Даже если наши отцы, деды не успеют, мы расскажем. Точно так же евреи, они не Иваны, не помнящие родства. Они очень хорошо это помнят. И каждый раз им говорят, каждый раз они друг другу говорят. Я уверен просто, мне они этого не говорили. Я уверен, что они так говорят. Больше нас в печах сжигать не будут, в газовых камерах нас убивать только лишь за то, что ты еврей, ребенок, женщина не будут. И этот фактор у них в голове сидит. И они будут делать все возможное, чтобы больше не вернуться в это слабое, беззащитное состояние. Когда они жили в разных государствах, вносили вклад в эти государства и становились полноценными членами этого общества. Где-то удачнее, где-то не очень удачно. А потом просто какие-то люди пришли к власти и сказали: а мы их всех уничтожим. Окончательно решим еврейский вопрос. Это же не выдумка и евреев, и цыган. Не только евреев, цыган. Но основные именно коммунистов убивали. Там, ну, это идеологические какие-то взгляды были. Что тоже ненормально. А здесь убивали просто евреи. Коммунистом ты не можешь быть там 3 года, 4 года. Ребенком ты же не можешь быть, когда ты не знаешь, что такое коммунизм. А евреем ты можешь быть, цыганом ты можешь быть в 3-4 года. Потом этот момент тоже нужно учитывать. И этим людям сказали: вот смотрите, вот 2 государства, арабское и еврейское. Вот Палестина, вот эта вся территория, как Кавказ, географическое обозначение Палестины. Евреи что же палестинцы? Черкесы и другие там, все, кто там проживает, это палестинцы, как мы, кавказцы на Кавказе. И вот им сказали: 2 государства строить. Арабы сказали: нет. И им в этом помогали русские. Они вооружали их все 70 лет, все 80 лет. Они их вооружали. Они их постоянно подначивали. И все вот эти диктаторские режимы Советский Союз поддерживал. Да, арабские народы не виноваты. Они находились под диктатурой. И вот эти арабские режимы, Сирия, например, самый большой хаб был, самый главный хаб вооружения на Ближнем Востоке был. И Иран, Египет, Ливан, Ливия, кто там, ну все вооружались от Советского Союза. И все они вот так в ребро постоянно палестинцам, арабам Палестины, правильно будет их так назвать, нет никаких палестинцев, отдельной нации, есть арабы Палестины. Арабы Палестины
накачивались ненавистью. Сперва они были коммунистами, сперва они были большевиками. Помните ведь, да? Потому что Советский Союз был большевистским, Советский Союз был коммунистическим. Здесь были Красный Октябрь, там, террористические группировки, там, да, какие-то другие. А теперь они исламские джихады, братья-мусульмане. Заметили? Советский Союз перестал существовать. Все, идеология коммунистическая умерла, все, теперь нужна другая идеология. Какая идеология? Ну, давайте исламскую, они же мусульмане, будем использовать. И таким вот образом нас, всех мусульман, они втягивают в это. Почти 2 миллиарда мусульман должны принять участие и сказать, да, мы защищаемся. Нет, я с этим не согласен. Да, на меня много критики обрушивается и так далее. Но я успокаиваю себя тем, что моя задача помочь чеченцам была в первую очередь. И когда сейчас эта критика на меня вся это идет, я думаю, ну я хотел, чтобы поддержать чеченцев, вывести их из этого. А сейчас всех чеченцев против меня настраивают. А потом я думаю, а чего стоит моя деятельность, если я буду несправедлив? Если я буду необъективен? Будут евреи неправы? Я говорил и говорю, если евреи неправы. Американцев буду также критиковать. Чеченцев буду, Ичкерию буду, кого угодно буду. Если я считаю неправы, мое право. Но если они правы, то пусть весь мир станет против меня, я вынужден сказать эту правду. Евреи имеют право на свое государство. И когда они его создали, арабам не дали создать. Они посчитали высокомерно, что какие-то евреи, торгаши, которые ничего из себя, как в воинском смысле, не представляют, мы их быстренько разобьем. У нас Советский Союз, вооружение и так далее. А помните, как сказал Джохар Дудаев про там, анекдот он там привел? Идет муравей, хромает весь. И говорит, что ему навстречу кто-то идет там. Говорит, что с тобой там? Мурик, что хромаешь? Он говорит, да вот, хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался. Поэтому не получилось. И вот в этом моменте, когда там голландские высоты у Сирии отжали, да, это есть сегодняшняя терминология называть, другие территории евреи отхватили, их начали уже просить вернуть. А евреи сказали, стоп, это стратегическая высота, мы не будем возвращать. И начали поддержку со всего мира поддерживать и поручаться. И вот все это затянулось. Это глубокая, сложная проблема. И еще самое главное над этим, и США, и Советский Союз, если бы хотели бы, этот вопрос решился бы еще тогда. Не США, не Советский Союз не хотели его решать в полном смысле этого слова. А у евреев, как между молотом и наковальней, не было никакого другого варианта. И у арабов Палестины не было другого варианта. Это их земля, их дом, они тоже там жили. И вот они оказались, вот, знаете, в клетку забросили две бойцовские собаки и деритесь. А что им деваться? Кто-то из них должен выжить. В мире им сосуществовать не давали. И одну накачивали пропагандой просто, не сперва коммунистической, сейчас исламистской. Вот как это нужно все рассказывать подробно, начиная с газовых камер, с крематориев, с тюрем, где людей по национальному признаку убивали. И вот объяснить это все нужно людям. И вот тогда, может быть, дойдет до всех. Ну вот такая вот ситуация. Сейчас слишком далеко зашло. Сейчас арабы Палестины слабы. У них нет ничего, их все бросили. Россия слаба в первую очередь. Россия слаба. Евреи очень много потрудились. 3 поколения, женщины, мужчины, у них служили в армии для того, чтобы стать теми, кем они сейчас стали. И вот из тех торгашей они стали нацией воинов. И теперь их просто так уже не побьешь. Они уже окрепли, они везде. У них есть средства массовой информации. Они во всех странах мира, особенно в Соединенных Штатах, в Европе. В Европе, правда, их очень сильно поизгнали, поубивали. Но в Америке они есть, в Европе тоже они есть, в Германии они есть. И они сплоченные.
И вот такая вот ситуация. Очень жаль, что так сложилось. Да, этот мир абсолютно несправедлив. Этот мир абсолютно жесток. Вот посмотрите, что сделали с чеченцами. Вот далеко ходить не 80 лет назад, не 50 лет. Но вот сегодня, что сейчас делают с украинцами, посмотрите. Называя братьями, украинцы были шокированы, что с ними делают. Они не ожидали, что, называя братьями, на них нападут, их кто-то убивать будет. И в голове это у них не укладывалось. Посмотрите, что с ними происходит. Просто вот так перемалывают. У него в голове такого не было, что какие-то мясные штурмы будут, трупами будет все завалено. Вот такой вот этот мир жестокий. Как-то так, друзья. Я тебя услышал, Ханису, я изучу подробнее тему. Дерескуну аят. Спасибо тебе, аят, что ты без фанатизма, без какой-то своей точки отнесся к тому, что я говорю, и понял то, что я хочу сказать. Это достойно уважения на самом деле. Значит, это говорит о том, что не только, что ты настоящий чеченец, но это еще говорит о том, что ты умный человек. Далси дуэла. Фанатизм ведет в могилу. Совершенно верно. И наносит вред всему окружающему. Совершенно верно. Так, я смотрю, тут DE Reality тут рубит всех направо-налево. Ты особо не руби, тут оставь, пусть будут. Мат там, оскорбления, вот это убирай. А так, что бы ни говорили, оставляй. Там каких-то матерых антисемитов, американофобов, там их можно гасить, чеченофобов. Аслан, ассаламу алейкум. Правда, что в Иордании в большинстве военных чеченцы? Виктор, да, ну не то чтобы в большинстве. Чеченцы занимают очень такие военные, серьезные позиции в Иордании. Давным-давно причем. Уже вот такое, уже 100, 200, 150, сколько, 120 лет там чеченцы уже живут. И да, это правда. Чеченцев там немного, относительно, конечно, но они, да, занимают династии у них такие военные там есть. И за ним есть там дважды герой Иордании, там у них никогда такого не было, один всего лишь он есть, и это чеченец. Ну, есть там генералы, там есть в спецслужбах, есть, говорят, есть в полиции, ну, в силовых структурах, да, много чеченцев говорят. Баркал аят, баркал. Ну, я сегодня просто про Украину говорю, я много говорил про Израиль, может быть, завтра еще поговорим про Израиль. Нужно найти правильную плоскость разделения и найти, на чем объединить как можно больше. И тогда можно победить. То есть, объединяя и властвуя, а не наоборот. Кот Кискин, объединяться мы можем, все вот люди, которые здесь находимся. Нам ничего нового придумать не нужно. У нас есть демократия. У нас есть основные принципы права человека. Вот на этом мы должны объединяться. Вот наши оппоненты, наши недруги, вот они стоят как раз на том, что никакой демократии, диктатура, никаких прав человека, вот они на этом стоят. А мы должны стоять на этом. Нравится кому-то это, не нравится. Да, это такая, особенно в военное время, не очень удобная позиция. Твоих убивают, твоих голодом морят, там, в плену, еще что-то. А ты должен по-человечески? Да, должен. Должен, потому что мы не они. Вот на этом нам объединяться нужно. Без национальности, без религии, без чего-либо. Вот есть диктаторы, есть империи,
российская, китайская, иранская, какая там еще, северокорейская, вот они дальше и будут так себя вести. А мы должны быть на демократии. Я так вижу. Привет из Самарканда. Привет, Юля, приветствую тебя. В Чечне отлично живут, никому не нужны войны, кроме вас, западные подставные мутильщики, говорит, Бегли Якубов. Но войны никому не нужны, это я с тобой согласен. Но смотри, вот вы нашу страну оккупировали, убили более 25% наших граждан. И теперь вы наших людей отправляете против свободных украинцев воевать. Вы говорите, войны никому не нужны. Да сколько ты будешь с Россией, столько ты будешь проливать кровь и свою, и чужую. Понимаешь? С Россией нельзя просто сосуществовать. Ничего, никаких прав нету. Ни в России нету чеченцев никаких прав. Да, ваши вот эти бандиты, ваши военные ГРУ, у них есть права. Они у вас простые русские не считаются. А у нас, простых чеченцев, нет никаких прав, понимаете? У нас ничего нет. Вы в любой момент можете нас и убить, и депортировать, и посадить, и подкинуть наркотики. Так и вы убивали нас. За это кто-нибудь отвечать будет? Знаешь, у нас, у кавказцев, мы европейцы, с европейским менталитетом. Нам презумпция, неотвратимость наказания, нам... Это очень важный принцип, которым мы живем, следуем всегда. Совершил преступление, ответь, будь любезен, чтобы больше его не совершать, эти преступления. Как-то так. Аят, Тумсо Абдурахманов является агентом российских спецслужб. Это засланный человек, который работал на прослушке телефонов, переводами занимался. И этот человек абсолютно ложно обвиняет меня в каких-то доносах. Этот человек сам, любой человек, кто с Тумсо Абдурахманом общается, он автоматически сливает эту информацию российским спецслужбам. Он живет за счет российских спецслужб. Он работает на ФСБ, на Россию и стучит на людей. Это 100% факт, который я уже 100 миллионов раз доказал. Понимаете? Он сам это доказал уже. Ответьте, пожалуйста, коротко, что вы хотите от чеченского народа, почему не отвечаете? Бегли Якубов, я хочу не от чеченского народа, я хочу от русского народа, чтобы вы, русские, ответили за геноцид чеченского народа, за убийство более 250 тысяч граждан Чеченской Республики Ичкерия. Вот что я хочу. А чеченский народ, он бедный, находящийся в заложниках, бедно, что я от него могу хотеть? Я хочу, чтобы его не обманули, чтобы его снова в огонь не бросили. И какие-то результаты у меня есть, несмотря на все, что вы делаете против меня. Понимаете? Deriz mesela ayet del тобой. Кавказцы, европейцы, ты шутишь, говорит генерал-губернатор. Вот уровень
образованности российского населения. Вот уровень кавказцы и европейцы. Ай, бедолаги. Как же вам тяжело. Будут настолько безграмотные. Саша Александр, а вы знали, что после Голодомора семьи украинские или через Чечню и шли через Чечню и оставляли своих детей, но об этом никто не афишировал. Много смешались эти дети с чеченскими, так что Чечня это братья Украины. Да, абсолютно так, Саш. Например, в нашем населенном пункте Катырюрт, откуда мои родители родом, они, там у нас, да, живут люди, которые уже старенькие, уже у него дети, внуки, правнуки уже есть у этих людей. И они знают свою историю, они знают, кто они, и у них уже, они полностью жены, чеченки, там, все, они уже чеченцы. Конечно, да, очень много было, и очень много приняли тогда, когда искусственный же был вот этот голод, который устроили советские власти. У нас в Ичкерии, в Чечении не было никакого голода, у нас все было нормально, и все пытались помочь, все пытались принять беженцев. Это было такое время, когда много было принято и детей, некоторые шли дальше, и там некоторые оставляли детей, некоторые гнали, не давали оставаться и прятали своих детей. Много там, ужасно, советская власть, ужасно все было. Привет из Германии, слава Украине, слава Чечне, Бог в наши сердца. Аминь, Саш, аминь. Героям слава, героям слава. Так что чеченцы европейцы, турки и грузины тоже европейцы. Расскажите, как вы определяете европейца? Тим Кок. Абсолютно для меня не имеет значения, европеец, азиат человек, белокожий он или чернокожий, в этом смысле. Но для русских нацистов и фашистов мы, чеченцы, всегда, какие чеченцы, кавказцы, это черномазые, черножопые там, и так далее, и так далее. Поэтому, хотя большинство самих русских, это больше азиаты. Хотя есть и европейские, но есть и азиаты. Потому что это искусственная нация, как мы все понимаем. Например, вот у нас тут в Германии был антрополог такой немецкий, который всех вот кавказскую, европейскую расу, европеоидную расу, которая в России называется европеоидная, а во всем мире она называется кавказоидная раса. Если вы, например, смотрели американские фильмы или какие-нибудь там про криминальные передачи, когда они там на вертолетах, на машинах полицейские догоняют преступника, они сообщают кавказской внешности. Если это чернокожий, они говорят там, афроамериканец, а если это белокожий, белый человек, то они говорят кавказской внешности, кавказец. Caucasian race, это называется, кавказская раса. Да, это, если брать про расы наши. Хотя это абсолютно не важно, абсолютно. Но, чтобы вот вам хребет сломать вашим этим нацистам, фашистам, которые абсолютно безграмотные, тупые просто люди, вам нужно это все объяснять. И почему европейцы дополнительно к европеоидной расе, кавказской расе, то есть вы все, белые люди, произошли из Кавказа. Мы все произошли из Кавказа. Все с Кавказа разошлись, считается. Что вот был потоп, что вот на Кавказе все остались и потом уже разошлись. Про турков я не скажу, турки тоже там разные, турки тоже это империя, которая вобрала себе очень много разных народов, но грузины это стопроцентные европеоиды, кавказцы. И, конечно же, как известно, континент Европу и Азию, Евразию, как известно, делят Уральские горы. Уральские горы находятся, как известно, восточнее Кавказа, и Кавказ считается воротами в Европу, юго-восточными воротами в Европу. И является европейской частью континента. Самая большая гора на территории европейского континента, Европы, является Эльбрус на Кавказе.
Есть Монблан во Франции, но она как бы вторая по высоте. А самая большая это наш Эльбрус. Ну, вот как-то так, что это для необразованных. Надеюсь, вы запомните это. Так, пойдемте дальше. Путин боится летать в другие страны и живет в бункере с Айталы. Да. Да, Фричкере, совершенно верно. Аслан, как ты думаешь, когда фашистская Российская Федерация развалится и капитулирует? И когда будет суд над ФРФ и КГБ? Эд, ну я хотел бы, чтобы это произошло в этом году. Но если это произойдет 25, 26, 27 до 28 года, я готов подождать. Но если исходить из того, что говорил Джохар Дудаев в 95 году, что это война, вот это все, что сейчас происходит в Украине, здесь в Европе, все вот эти теракты, это все начиналось с Ичкерии, после развала Советского Союза, они вот заново восстанавливали свое былое величие, ну, пытались восстановить, пытаются восстановить. Тогда он сказал 50 лет, это было в 95 году, то это может затянуться до 45 года. То есть до 20 лет это еще может продолжаться. До 20 лет. Хотел бы я в этом году все это увидеть. Если это произойдет в 8 году, 28 году, ну, тоже супер, короче. Считайте, тогда Дудаев лет на 20 ошибся, на 18 лет ошибся. А он не ошибался, в принципе. Вот что меня смущает в этой всей истории. Он не ошибался. Поэтому, ну, может, я надеюсь, что он так в сердцах это бросил, что 50 лет на 50. Он не сказал 50, он сказал лет на 50. Ну, может, за 30 лет или за 25 лет уложится все этот вопрос, решится. Время сейчас быстрее идет, вся ситуация быстро меняется. Поэтому я надеюсь, что до 27-28 года суд над террористической бандой ФСБ, над Путиным, Патрушевым, обязательно над Кечкиным, Дмитрием Кечкиным и другим одиозным террористом обязательно состоится. Я на это очень рассчитываю. А когда будет? Только Господь знает, когда это будет. Не знаю. Да, Вованетка, полностью с вами согласен. Необразованному и, знаете, необразованный человек, у него вообще нет сомнений. Он уверен абсолютно в правоте своей, он прет и прет. Поэтому там бесполезно. А наоборот, образованный, умный человек, он всегда сомневается. Потому что он знает, насколько все может быть многообразно, разносторонне. Поэтому... В Кремле сидят дикари, говорит Асланбек. Да, Асланбек, это точно. Дикари и людоеды. Путин выдает одну дочь за Чучхе, другую за Си. А сам вышел за Аятоллу, да, Хамини? Вспомнил книгу Скрипецкого «Россия 2028». Да, не читал, пан Степан, не читал такую книгу. Не читал. Ваши планы на каком фундаменте построить новую Чечню? Ну, Чеченская республика Ичкерия имеет волю чеченского народа, которая выразилась в Конституции чеченского народа, в референдуме чеченского народа в 90-м году, 1990 году, когда еще Советский Союз был, и избранием президента, парламента, становления Чеченской республики Ичкерия как государства, демократического, правового государства. Вот на этом мы только и будем строить. Другого у нас государства нет. И если другое что-то делать, надо спрашивать его величество, господин чеченский народ.
пока чеченский народ сделал вот этот выбор, и мы стоим на этом. Будем надеяться, что год за два. Дай Бог, нет, год за два. Дай Бог, чтобы в этом году закончилось, и год за два, чтобы 25 лет, это как за 50 лет закончилось. Кечкина убрали, говорит, Месси, говорит. Не надо рассказывать мне тут, Месси. Не рассказывай мне сказки. Не убрали Месси. А ну подтверди свои слова. Салам алейкум, ассалам, позитрон, машуоль. Я слышал, говорит. Ну, нет, не убрали его. Пока нет. На что надеяться сейчас в будущем, когда вы будете заново строить Чечню? Я что-то не понимаю. Ты, видимо, забаненный, у тебя ник какой-то. Я таких, как ты, просто много баню. И поэтому какой-то у тебя ник нечитаемый. Всех благ вам, дай Бог к концу войне, но знаю одно, Аллах накажет виновно. Жаль только, что эта нечисть может унести много жизней. Да, к сожалению, да. Спасибо, дай Бог и вам всех благ. Путины приходят и уходят, а чеченцы по всему миру развиваются. Да, Асланбек, да, Алмулла. Поэтому, чеченцы, работайте, учитесь, зарабатывайте деньги, становитесь сильнее, становитесь умнее, размножайтесь, по 10 детей делайте. Да? У нас много-много впереди еще дел, очень много дел, очень-очень. Очень-очень. Очень-очень, Леон. Асан Хамзат Гилаев герой. Конечно, герой, а кто он? Если человек отдал свою жизнь за свою родину, за свой народ, кто он, как не герой? Надеюсь, что и в США будут чеченские сенаторы. Но это, не знаю, когда это будет, Асланбек. Но было хорошо. Хотя бы в Сенате, если бы где-то там они работали бы, было бы уже хорошо. Есть, я знаю, там чеченцы, но хотелось бы побольше. Бедная Россия, самолеты-то у них кончились, ракеты прошлые, только я смотрел ролик 4 часа украинской, я обалдел, выступаю по всем, несмотря на помощь Запада, стран Гелона. Ну, война такое дело, где-то отступаешь, где-то наступаешь. Знаешь, я тут одному немцу рассказал, когда вы там Солидар, по-моему, брали, 25 тысяч, по-моему, там положили, там, да, своих. Говорили, что украинские, на самом деле, своих вы там положили. И вот он говорит, немец говорит, ну как там, русские наступают, там, украинцы не смогут победить. Там. Я говорю, ты знаешь, что вот Солидар это 10 тысяч населения. 10 500, по-моему, человек населения. Он, да, я не знал, говорит, там тогда все время крутили, там, если я по этому ролик еще снимал. Я говорю, а ты знаешь, что они положили 20 тысяч человек или 25 тысяч, чтобы взять его? У него вот так глаза, прям на мои глаза, вот так глаза вот сюда вылезли на лоб. Он говорит, не может быть. Я говорю, правда, они просто мясом заваливают, чтобы взять, просто показать там Путину, там показать там миру, что вот они там что-то завоевывают.
И он тогда говорит, да, тогда русские не выиграют. Не выиграете вы, ничего вы не выиграете. Вы уже проиграли. Вы ввязались в войну, вы уже проиграли. Понимаете? За Украиной стоит весь мир. А то, что там где-то вы какую-то территорию взяли, причем сравняв ее полностью с землей, это ни о чем не говорит. Ни о чем. Ни о чем. Кроме вот горя, жертв, да, для погибших людей, для их родственников. Все, на этом вы ничего не добьетесь. Даже если вы всю Украину захватите, вы ничего не добьетесь, понимаете? Вы полностью изолированы. А вы никогда всю Украину не захватите. Никогда в своей жизни этого не произойдет. Вот вы бегаете там 5 тысяч поселок населением, 10 тысяч поселок населением. Вот это вся ваша заслуга, все, что вы можете. И все. Больше вы ничего не сделаете. И никогда вы не добьетесь ничего. Нет у вас никаких шансов. А тот, кто был до Кечкина, его тоже накажем, иншаллах. Да, до Кечкина был, как же его, главное вот то, что был там террорист-убийца Хостиков был, Игорь Хостиков. Это Игорь Хостиков, главарь банды УФСБ по Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Он казнил людей и с их документами отправлял в Сирию, в ИГИЛ, своих ГРУшников, своих вот этих бандитов. Потом был Кочнев. Это родной брат или кузен, или дядя с племянником. Все это пока засекречено у них очень сильно. Кочнев возглавляет Федеральную службу охраны, ФСО. Его вот этот старший. А этот у нас был. Потом его перевели сейчас. Его, по-моему, куда его перевели, не помню. За место Кочнева привели Кечкина. Кечкин был заместителем в Дагестане. Именно тогда, когда там они братьев Царнаевых обрабатывали. И тогда они устроили теракт в Бостоне. В 2013 году, 15 апреля 2013 году, Дмитрий Кечкин, непосредственно его начальник и сам Дмитрий Кечкин, главарь УФСБ по Чеченской Республике и замглаварь УФСБ по Дагестану, они курировали и организовывали теракт в Бостоне. И сейчас для того, чтобы Дагестан, Ичкерию, Ингушетию объединить, кстати, Кечкин был и в Ингушетии главарем тоже, сейчас Кечкина перевели в Ичкерию, во временно оккупированную Ичкерию, он там сейчас возглавляет. И они сейчас под руководством Кечкина будут объединять вот эти 3 региона исламское государство. И я так полагаю, главным представителем Чеченской Республики должен быть Магомед Даудов. И вот они вот эту сейчас свою систему сейчас мутят, крутят. Какое-то отношение к этому имеют турецкие спецслужбы. Сейчас пока это сложно, сейчас все это разобрать. Но в основном все это мутит, занимается ФСБ и непосредственно Дмитрий Кечкин. Бандит, преступник, матерый убийца, палач чеченского народа. Запомните это, чеченцы, навсегда. Ингуши вы тоже запомните, дагестанцы вы тоже запомните. Кровавый просто след оставил он и в Дагестане, и в Ингушетии, и сейчас готовится в Ичкерии заново устроить это все. Запомните, чеченцы. Вы там Кадыров, говорит, Кадыров, его марионетка Кечкина. Да, Кадыров подчиняется лично Путину, его ЧВК. Но всем управляет. Главарь УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия Дмитрий Кечкин. Запомните этого бандита и преступника. И должны мы их всех привлечь к уголовной ответственности.
О, я смотрю, тут Кечкина я тут обозвал, все, здесь уже меня вызывают на бой, да. Вот оказывается, кто ты оказывается. Вот и все. Вот ты там, какое вы строите шариат только на основе ислама, Корана, Сунны. Ты же писал вроде бы. А теперь я тут Кечкина сказал, вы драчили уже тут мне. Как бы быстро ты спалился. Какой-то, может, ты и есть Кечкин, да? Или ты под Кечкин, да? Эй, мерзавцы, мерзавцы. Напиши свою фамилию, раз ты такой смелый, такой весь дерзкий, да? Тесно связан с исламом. Там он тут нам про ислам рассказывал, оказывается. Мы строим суд, кодекс, тесно связан с исламом. Вы поддержите такое мне. А теперь давай, назови свое имя, ты же смелый подкечкинец, да? Подкечкинцами я вас буду называть. Я видел эфир, где Шиндаков говорил, что Ахмад Шах Масуда и Гилаева очень уважает. Ну, я Шиндакова не уважаю. Он-то, может, кого угодно уважает. Гилаева и враги уважали. Но я не уважаю Шиндакова за его вот эти антикавказские, античеченские выпады, антиингушские. Не уважаю. Вот видите, подкечкинец обиделся на американский флаг, который сами везут. Приезжайте, говорит, он под Кечкиным живет, Кечкин его что хочет с ним делает, с его народом делает, что, хотя это не его народ, это сам 100% какой-нибудь чеченоговорящий, да, а он тут рассказывает про американский флаг, да, и живет под Кечкиным, да, нормально. Кечкин пешка Кремля, ставленник от него. Он никто. Не. Он не никто. Он ставленник Кремля, ставленник ФСБ, это 100%, это даже не обсуждается, но он не никто. Он очень даже кто. И тебе вкладывают в голову. Ты, кстати говоря, говорил, что его сейчас сняли, Кечкина. А теперь ты говоришь, что он никто. Что-то подозрительно, Месси, ты тут начал этого Кечкина выгораживать. Да? Кечкин матерый преступник, за которым шлейф крови просто. И теракты в Бостоне, он причастен к этому. Я в этом не сомневаюсь. Валейк салам, Новчичу, валейк салам. Так, друзья, видите, как только мы переключились на вертикальное видео, у нас сразу там, сейчас я посмотрю, сколько у нас было, ну не показывает, сколько аудитория была, это потом только будет видно после окончания. Ну, было много, короче. Вот до 800 показывает. 830 у нас было. А нет, сообщений только. Нет, не показывает. Наверное, после стрима только я увижу. Ну да ладно. ТЦК вынужденная необходимость, говорит Вася. Вася, я думаю, что вот то, что раскручивают это ТЦК, что они там хватают, там забирают в армию, и вот это все раскручивается, это делается специально российскими спецслужбами. Чтобы представить, что вот украинцы там бедных, там своих народ мучают там и так далее. Мне кажется, если когда война пришла, все, если идут, у тебя есть по закону, тебе нужно идти, то все должны идти. Есть оружие, есть питание, есть. Это не как у нас война была, где ты просто находился в полной оккупации, и весь мир против тебя был. Поэтому в этом смысле, я думаю,
слишком преувеличено вот это. Я, конечно, не одобряю, что там бить, хватать, там что-то грубо делать, но в армию все должны идти. Есть обязанность идти на войну, значит, нужно идти. Война же пришла в дом. Понятно ваше отношение к нашим военным, но просто это же показательно для русских, да, и везде он говорит, что мы как скоты. Да, это тоже кот Кискин, я соглашусь с тобой, я предвзят. Я к российским военным предвзят. Это и к ФСБ, и к российским. Я не могу быть к ним объективным. Я субъективен к ним. Поэтому все, что говорят вот эти там разные, дикий десантник там тоже выходил, там тоже что-то там мне, давай там это, там этот. Нет, я не хочу с ними ничего. Пока Россия не извинится, не признает преступления совершенные, никакого русского, российского военного я не признаю. Никого, не только российского. Кто там приезжал? С Казахстана приезжали, с Украины приезжали, все воевали. Они все для меня одним миром мазаны. Кто нас убивал, у меня с ними до конца войны, пока у нас страна оккупирована, пока мы не признали нашу страну оккупированной, пока не признали убийство, геноцид над нами совершенный, я ко всем этим людям предвзят. Это правда. К большому сожалению, я должен констатировать, что в этом смысле я не могу быть объективным. Если ты мусульманин, то убери флаг где-то убийц, флаг страны, которые повесили нашего брата Хусейна и убили Каддафи. Вашего брата Хусейна пускай куда хотят вешают. Хоть и Каддафи, мол, что хотят с этим вашим братом Каддафи делать. Ни Хусейн, ни ваш Каддафи мне не брат, ни сват и не Кондрат, понимаешь? Ваш брат десна целовался с вашим Путиным и Ельциным, когда нас уничтожали. И призывал Каддафи, говорил, живите с ядерной державой, с Россией, говорил ваш брат Каддафи. Поэтому это не наш брат. Вы россияне, вы ГРУ, ФСБ, все были всегда с этим Саддам Хусейном и с этим Муаммаром Каддафи. Вот это ваш брат. И очень хорошо, что эти народы освободились, хотя там был большой, потом война была, к сожалению. Но очень хорошо, что от этой диктатуры освободились. И будем надеяться, что эти народы заживут нормальной, цивилизованной жизнью, демократической жизнью. Да? Месси говорит, что он кадыровец. Ну вот ясно, теперь ясно, Месси, что ты выгораживаешь своего патрона, да, Кечкина, да? Нет, Аслан, ТЦК это вынужденная необходимость, которую снимают дурные люди. Да, вот об этом я и говорю, Максим. Я считаю, что это специально накручивается. Спасибо за ответы. Пожалуйста, Вась, он непредвзят, мягок. Возможно, некоторые говорят, я слишком мягок. Но я правозащитник, друзья. Я не солдат, не воин, там, не садисты, еще кто-то. Солдаты, воины, не садисты, я, если что, хотя там бывает, я правозащитник. Поэтому я, может быть, и мягок. Ну, вот такое вот дело. Чучхе возьмет Москву в свои руки, так как его солдаты там. Посмотрим. Каддафи, негодяй, свой же народ его убрал. А Саддама Хусейна свой же народ повесил. Судил его и повесил. И правильно сделал. За то, что он столько зла и горя принес. Диктатор был Саддам Хусейн. Бог воздаст им всем теперь. Они уже там. Поэтому это сугубо их личное дело. На этом я, друзья, свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра постараюсь. В 5 я уже в 17 буду делать. В 17 где-то ориентировочно по Берлину. Сейчас у нас 19:17, а я выйду где-то в 17, даст Бог, в эфир. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Ичкерик, ам динду, ам Израиль хай, слава Украине, God bless Америка, Вива, Грузия, Аллах, Казахстан, Азербайджан и все остальные. Адикюэль Маш, всего хорошего, друзья. И вам, Кот Кискин, всего хорошего. До свидания.
Максим, и вам, Владимир. Всего хорошего.